дорогие читатели! В 2021 году мы празднуем столетие со дня образования Республики Коми. В честь этого события отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми подготовил цикл видеообзоров «Моя республика. Книжное богатство». В течение года мы будем рассказывать вам об известных поэтах и писателях Республики Коми, о тех, кто стоял у истоков образования коми-литературы. Мы расскажем о книгах, посвященных жизни и творчеству Ивана Куратова, Виктора Савина, Василия Юхнина, Серафима Попова, Николая Дьяконова, Геннадия Юшкова и Владимира Тимина. Сегодняшний мой рассказ об основоположнике коми-драматического профессионального театра, о личности неординарной, о человеке с нашей коми родной земли, он Николаю Михайловичу Дьяконову. Он автор самой известной пьесы «Свадьба с приданым». Родился Николай 28 марта 1911 года в большой православной христианской семье в селе Усть-Вым. У уже не молодых супругов, у Михаила Александровича и Серафимы Петровны. Ребенком был очень болезненным, но вот сам с детства приохотился к спорту. Занимался гимнастикой. Даже у него прозвище было в селе Усть-Вым «Пружинный Колька». К 12 годам уже поднимал двухпудовую гирю, занимался коньками, самодельными, как все ребята, ездил по реке Выми. Ну а зимой занимался ямщическим делом, работал ямщиком. В мороз запрягал лошадь, у его отца было 2 лошади. Пассажир садился в сани, укутывался овчинным тулупом, а сам Колька в ветхой шубенке, в дырявых валенках, привязывался вожжами к телеге, чтобы не заплутать и не отстать от лошади, и километр бежал вдогонку. Устал, садился в сани, ну а как только начинал замерзать, опять продолжал свой бег. Тренировались и ноги, тренировалось дыхание. Ну, и здоровье улучшалось. В школе не смог окончить полное классическое образование, получить не смог. Отец был очень суровым, писать, читать научился, пора помогать хозяйству. Ну вот, это занятие ямщичеством помогало, конечно, семье, приносило какой-то доход, уплачивались налоги. 9 лет увлекся художественной самодеятельностью. В Усть-Выме был клуб и был кружок художественной самодеятельности, где ему очень нравилось выступать в спектаклях. А спектакли в то время ставились по пьесам Виктора Савина на том языке. И даже вот Виктору Савину довелось наблюдать игру Николая Дьяконова, игру как молодого актера. И очень ему нравилось его выступление, что он ему подарил даже рукопись перевода пьесы Гальдони «Слуга 2 господ». В этой пьесе Дьяконов играл роль Трифальдина. И вот рукопись Виктор Савин подарил Дьяконову. Причем Дьяконов очень до конца своей жизни берег эту рукопись. Сейчас рукопись находится в художественном музее, литературном музее имени Куратова. Ну а в 1932 году, когда Дьяконову было уже 20 лет, открылась Коми-национальная студия в городе Ленинграде, в театральном училище, и Дьяконов поступил. Учился в училище с удовольствием. Специальные предметы по актерскому мастерству давались ему очень легко, причем он увлекся режиссурой. Трудно ему было только с языками. Очень тяжело давался как коми-язык, так и русский язык, поскольку сказывалось отсутствие классического образования. Очень боялся 16 падежей в коми-языке. Не был в дружбе со знаками препинания, но учеба в Ленинграде все же как бы дала очень большое в культурном развитии, большой культурный город. Все студенты имели право ходить бесплатно на спектакли и видеть игру великих актеров. Ну а после учебы Дьяконов был отправлен в драматический театр и был принят на работу актером первого плана. Но режиссерскую работу он не бросал. Он поставил 2 спектакля на русском языке. И вот в то время, перед Великой Отечественной войной, очень ощущалась потребность в коми-спектаклях, поскольку
Виктор Салин был уже осужден как враг народа и сидел в лагере. Никому было писать пьес на том языке, и Салин попытал, и Дьяконов сам попытался писать такие пьесы. Это и с первого раза-то у него не получилось. Он вначале написал пьесу, которая называлась «Глубокая запань» о лесозаготовителях. Наброски сделал. Но вот почувствовал, что не справляется он с тем языком. И тут на помощь пришел актер драмтеатра Степан Иванович Ермолин. Книга об этом человеке. Драматург, поэт, актер. Совместно с Дьяконовым он написал 6 пьес. И они были поставлены на сцене нашего драмтеатра. Одна из пьес называлась «Думна Каликова». И в этой пьесе главную роль играла Глафира Сидорова. Она исполняла роль Думны, народная артистка Советского Союза. С 1943 по 1947 год Дьяконов будет художественным руководителем театральной коми-труппы. В то время существовало 2 труппы в нашем драмтеатре. Еще была русская, которой руководил Геннадий Мирский. И они, вот эти 2 труппы, хорошо очень существовали друг с другом, дополняли друг друга. Дьяконов ставил пьесы, сам играл в них, исполнял какие-то роли, преподавал художественное мастерство, и, конечно же, мечтал поставить пьесу о колхозе, о колхозной деревне, но не о той дореволюционной, в которой сам родился, где вырос, а о новой деревне. Это был 1949 год, война как бы закончилась. Народное хозяйство восстанавливалось, но все устали от трудностей, хотелось им позитива, что-то хорошего, что-то веселого. И вот такая пьеса сложилась у Дьяконова, и назвал он ее «Свадьба». Она была поставлена на сцене нашего драматического театра, а в том же году, в 1949, проходил всесоюзный конкурс. И пьесу, сделав подстрочный перевод, отправили на этот конкурс драматургии. И жюри присудило 1-е место Дьяконову. Жюри признало его пьесу самым лучшим произведением. Русский драматург Анатолий Глебов сделал авторский перевод пьесы. И этот новый вариант стал называться «Свадьба с приданым». И вот на долю этой комедии Дьяконову выпал большой успех. Комедию поставили в 300 театрах страны. Ее представляли во многих иностранных государствах, западных государствах. Пьеса была переведена на многие иностранные языки. До этой свадьбы, до пьесы «Свадьба», наш национальный театр никогда не знал такого большого успеха. Она была признана лучшей из современных пьес, как жизнеутверждающая советская комедия. Ну а в 1953 году студия «Мосфильм» режиссером Татьяной Лукашевич с Борисом Равинским сняли фильм и показали по всей нашей стране. Фильм посмотрели во всех уголках нашей необъятной родины. Фильм вошел в золотой фонд советских фильмов. Конечно же, после «Свадьбы с приданым» Дьяконову, как режиссеру, было очень тяжело. Жизнь его немножко осложнилась. Почему? Потому что многие ожидали от него такого же успеха в написании других пьес. Совместно с Степаном Ермолиным он написал еще 18 пьес. Они были поставлены на сцене нашего драмтеатра. Но такой громадный успех уже они не имели. Он, конечно же, мечтал о комедии такого же значения. Написал пьесу, комедию «Нивушка Нива» и даже опубликовал ее в журнале «Бой в Исходе». Она была представлена как рабочий вариант и пытался продолжить работать на ней дальше. На каждой пьесе он работал очень глобально, 2-3 года. Каждую пьесу перепечатывал от корки до корки 15-20 раз, то есть основательно работал над своими произведениями, над своими комедиями. Но болезни дали знать, прервали творческий процесс, и на 72-м году жизни, 21 ноября 1982 года, он скончался. Последние 20 лет Николай Михайлович проживал в Эжве. В Эжве есть литературный музей, литературно-театральный музей.
улица Маяковского, дом 27. Он там существует с 1989 года, где и представлена история нашего драматического театра. Ну и, конечно же, имеется большой материал по жизни и творчеству Николая Михайловича Дьяконова, о котором я сегодня нам и рассказываю. Ну а за книгами, за его пьесами к нам в Национальную библиотеку Республики Коми всегда рады видеть наших читателей.